танцевальными мероприятиями Terror Rave. Кто-нибудь бывал на наших событиях? Не слышал о нас? Поднимите руки. Вчера, наверное, все были. Ну, вчера было не то, что чем мы занимаемся, так скажем, а так, урезанная версия. В общем, можем рассказать, ну, для тех, кто не знает и не был на наших вечеринках. Значит, мы занимаемся этим с 2011 года. Ну, начинали все, ну, такие, так скажем, квартирники, собирались диджеи и как бы ставили свои пластинки, ну, и приходили их друзья, танцевали, отдыхали, в общем. Но этого было недостаточно. Ну, когда-то это просто надоело, и мы захотели чего-то большего. И решили свои вечеринки проводить в ночных клубах города. Таким способом мы, значит, провели, наверное, во всех клубах свои мероприятия. Баухаус, Лисянара, кафе Камильфо, бар Зебра. И, ну, они достаточно сильно пользовались, ну, популярностью. И опять мы решили, ну, чего-то большего. Съездили, значит, в другие города и поняли, что есть, значит, в каждом городе пустующие промышленные пространства, фабрики, заводы, которые уже не функционируют. И таким способом решили на этой территории что-то организовать. Да, это очень сильно подходило, потому что в клубах, куда мы приходили, там ничего нельзя было изменить. То есть интерьер готов, и ты не можешь повесить какую-то декорацию или повесить проектор какой-то поставить. По звуку часто были ограничения. Вот. И мы вдохновились тем, что увидели, допустим, в Москве, вернулись сюда и поняли, что в клубы уже мы не можем вернуться. Ну, просто это недостаточно нам этого. И начали проводить мероприятия, ну, в таких индустриальных пространствах. В нашем городе индустриальные пространства, ну, которые пустующие, но не в разваленном состоянии находятся, а которые еще, ну, функционируют, там, сдают в аренду. Это вот бывшая, значит, швейная фабрика Запа, которая находится за торговым центром Июнь. Это мебельная фабрика, которая на Колхозной находится. Значит, фабрика юбилейная, которая находится около хлебокомбината. В общем, это большие пространства. Там 1000 квадратов, полторы. Да. Сейчас вот мы уже там 2 этажа хотим занять. Частично. Вот. И если раньше, ну, это было просто про музыку, то сейчас мы сотрудничаем с художниками, с колледжем искусств, просто со свободными художниками, которые приходят и реализовывают свои смелые такие проекты на наших больших территориях. Вот. И теперь это мероприятие как бы взаимодействия и музыки, и вот искусства. То есть намного интереснее и качественнее проходит. Подобные мероприятия проходят у нас в России, получается, только в Москве проходили. В Москве они сейчас, ну, стало их меньше. И в Санкт-Петербурге. Больше в других городах, в принципе, подобных мероприятий нет. Единственное, Сыктывкар, то есть наше мероприятие, оно занимает, ну, то есть... Это очень достойно, да. Говорит о нас и Москва, и Санкт-Петербург. Для нашего населения мы достаточно много собираем людей, там, до 1000 человек. В том же Кирове взять такого нет. В Перми. Да, большие миллионники города не могут собрать народ, и, то есть, ну, воспитать, ну, то есть показать именно, ну, какие-то цифровые, аудиовизуальное искусство, искусство, которое показывает колледж искусств, ну, то есть студенты из колледжа искусств не могут, ну, это все собрать воедино и собрать на это много людей. Да. Ну, в общем, если раньше, в 2011 году, мероприятия, ну, собирали там 15-20 сил человек, то сейчас мы собираем 600-700. Самый пик был 900 человек вот в этих вот, значит, индустриальных пространствах. Что, может быть, про цифровое уже? Тогда. Ну да. Ну и когда это все начиналось, с течением времени, реклама у нас была какая? Афиши по городу мы клеили.
раздавали листовки на улице, Все как флаера. обычно. Ну, с течением времени стало понятно, что это абсолютно никак не работает. И вообще вот скачок нашей популярности совпал с тем, что мы начали рекламу давать в интернете, размещать вот эту таргетированная реклама ВКонтакте. Ну вот напрямую это вообще повлияло на то, что люди больше узнали о нас, больше стали приходить. Также продажу билетов мы пытались осуществлять раньше в офлайн-точках у наших там спонсоров, партнеров. Писали, чтобы люди приходили, ну, в эти магазины и покупали там бумажные билеты, но тоже стало понятно, что это все не работает. Офлайн с онлайном вообще очень плохо сочетается. Да, и это очень сложно по законодательству, потому что все вот эти офлайн точки, получается, никак их очень сложно как бы провести по налогам, то есть очень много вопросов задают органы и так далее. Вот. И поэтому все переходим именно в цифру, в интернет, и получается этим самым повышаем свою эффективность. Да, даже сейчас вот, если мы сотрудничаем с каким-то магазином и он продает билеты, все через онлайн, у нас, значит, сервис Tickets Cloud, заключается оферта публичная, и наш партнер продает билеты. Абсолютно это все учитывается электронно, сдается отчетность, не возникает вопросов у органов. Это очень помогает. Ну и вот реклама, еще можно сказать, что нас приглашают иногда на публичные мероприятия городские, где собираются тысячи человек. И мы там пытались тоже, печатали за свои деньги баннера, размещали там ссылки на наши соцсети. Но вообще никакого эффекта не происходило. Прям вот видно было по статистике ВКонтакте, что прошло мероприятие, на котором 10 тысяч человек побывало, и вообще никто не перешел по этой ссылке, которая была на баннере. Хотя все танцевали, развлекались и ушли довольные, но да, никто не заинтересовался и не перешел именно по этому баннеру. То есть это вообще никак не работает. И также отправлять людей из интернета, покупать то есть какую-то офлайн точку, там билеты, тоже это не работает. А вот если мы даем таргет, да, на 1000 показов, там десятки переходов, сразу мы видим, и это намного дешевле, чем печатать полиграфию, вот это все делать. И также это мы видим по другим организаторам, которые делают концерты рэп, рок и так далее. То есть абсолютно не работает офлайн реклама. Очень много информационного мусора, ну, это все зависит от того, что да, очень много информационного мусора получается на улицах, эти билборды и так далее. Люди перестали обращать внимание на рекламу, которая наружная реклама, афиши и так далее. Да, вот а в интернете, там, Контакт, Инстаграм, люди постоянно там сидят, поэтому это более рабочая схема по рекламе. Что ты хотел сказать? Да, все. Получается, это очень, вообще наше мероприятие очень сложно работает, с государством, работало. У нас были проверки, суды из-за того, что но это слишком как бы ново и необычно было. К нам был большой интерес вообще со всех сторон. Да, но мы работали по всем белым схемам, старались работать по всем статьям закона. Вот, проработали, то есть получается, выбили закон по выездной торговле алкоголем, которого не было. Он вступил в силу в 2017 году. Вот, и целый год мы работали практически по сырому закону. Не то, что выбили, да, чуть ли не первые мы писали письма, и то есть поправки были внесены в закон, и они уже действовали, но никто не знал тут, как это вообще делается, и нам приходили какие-то отписки, они боялись и так далее. Но мы в постоянном диалоге находились, и нас даже хвалили, говорили, что ничего себе, вы первые, кто так делает. При том, что в других городах мы знаем, что, допустим, в том же Петербурге, там вообще это все делается не так красиво с юридической точки зрения, как мы это делаем. Там делается все намного проще, скажем так. Мы не знаем даже прецедентов, мы привозим диджакеев к себе, организаторов других, на выступления, разговариваем с ними, и они говорят, что
так как мы вообще не заморачивается никто. Может быть, кому-то ну, интересно какой-то вопрос задать, что-то, чтобы... Нет? Мы хотели на экране показать, конечно, картинки и видео мы там подготовили, но, видите, перенеслось все сюда. Можете описать? А? Описать, но это не описать словами. Это нужно видеть. Ну, Но можно вот набрать вы видели вчера, ну, то есть, это малая часть, малая доля. Ну, то есть, это вообще, в принципе, просто была вчера дискотека. Да. С музыкой, с малым Что можно количеством описать? звука. Вот Игорь может рассказать про маппинг, про... Ну, индустриальные пространства, то есть завод, белые стены и больше ничего нет. Все Ну, делаем своими руками, как- своими мозгами, своими... Как повезет, то есть, ну, иногда бывают большие потолки, там, по 9 метров. То есть, представляете, большое 12 такое километров. полотно, как в кинотеатре, и вот оно 360. То есть, и что мы делаем? Мы вешаем проектора мощные и засвечиваем полностью это помещение. Получается, как живые такие декорации, живые стены. Вот, проекционный дизайн. Вот это мы используем. Люди танцуют, и они постоянно в разных, ну, атмосферах. Допустим, космос, да, вокруг там планеты летают. Ну, это так образно говорю. Либо какая-то абстракция. То есть это такое необычное, новое для нашего города. Ну и... Делали если- мы интерактивную выставку, 15 проекторов у нас работало одновременно, приходили дети. Ну, прям вот с обеда она работала, 2 дня. Из детских домов мы приглашали. Был огромный бюджет, поэтому, ну, то есть, эта выставка, понятное дело, что не окупается, был как социальный проект. Билеты стоили 70 рублей студенты, дети, 120 рублей взрослые. Ну, то есть, Да, и было все много людей, дети были в восторге. довольно-таки. Люди было входят в очень контакт классно. с инсталляцией. Вот, ну, про Кинект расскажи. Но это когда, ну, когда, да, зачем? Игорь. Сейчас расскажу. Ну, что касается, ну, допустим, художественной точки зрения, да, мы сотрудничаем, как вы уже сказали, с колледжем искусств, но ребята, как правило, они какие-то физические штуки прикольные делают. Вот. А, допустим, мы же специализируемся вот именно на проекционном дизайне. Это не только, да, как я рассказал, что можно стены засветить проектором и все, картинки там под такт музыки они меняются, двигаются, но еще и мы занимаемся интерактивными, значит, штуками, то есть инсталляциями. В котором можно в контакт войти. Да, как человек входит в контакт, ну, допустим, тоже грубо, чтобы понятно было со слов. То есть человек подходит, сенсор его улавливает, да, как, ну, положение тела. Ну и, допустим, создается какой-то генератив. Допустим, на правую руку там завязано одно движение, там что-то искажается, на левую что-то другое. И огромная голова, проецирующаяся на стену, она начинает реагировать на движение этого человека. Ну, например, да, если мы это рассматриваем. То есть, например, танцует куча людей, и можно так запрограммировать, что на стене будет их как бы цифровая тень. Вот, как типа зеркальная, только не зеркало там, а такая проекция, как двойник танцует. Ну, на самом деле можно все что угодно сделать. То есть, можно сделать, ну, как Никита говорит, то, что вот ты делал, голова следит за человеком постоянно. Ну, то есть, человек входит в контакт, она его, ну, видит. Да, то есть вы проходите следит мимо за ним. стены, и голова, ну, обращает на вас внимание. С этой инсталляцией Игорь даже ездил в Петербург на фестиваль «Гамма» в прошлом году. Сколько вообще обычно человек задействовано от этапа, когда идея только сгенерирована, до этапа, когда это уже полностью реализовано? То есть, сколько, много ли помогает прожектор, камера устанавливать, программирование? Людей задействовано много. У нас есть волонтеры. Волонтеров, ну, примерно, наверное, человек, ну, 30. Потом, ну, то есть дизайнеры, их тоже человек, наверное, 15. Ну нет, Ну, это обычно. не постоянные, Где-то так. конечно. Да, и они постоянно меняются. Постоянно люди меняются, ну, примерно вот все вместе, ну, наверное, человек около 100 задействовано всегда, в каждом мероприятии. И, ну, подготовка мероприятия идет минимум месяц. То есть вот мы сейчас уже 2 недели готовимся, 14 июля будет мероприятие на Громова 81. И, ну, то есть, еще у нас осталось 2 недели на подготовочку.
Ну, это, в общем, готовимся, да. ответили на вопрос или нет? Примерно 100 человек, ну, примерно плюс-минус 100 человек, плюс-минус 10 человек. Вопрос. Вас не приглашали в другие города? Приезжайте к нам, сделайте нам тоже такое. Пока что мы привозим только других артистов, ну, как правило, с центральной России, Москва, Петербург. Хотели бы, конечно, привезти кого-то из-за границы, но неподъемные бюджеты, там гонорары слишком большие. Вот. Не, приглашать-то просто, как, ну, кто пригласит? Но нам предлагают как бы сделать в Ухте, предлагают сделать в Кирове, но также это туда нужно ехать, там жить, лоббировать, получается, с властями также эту всю штуку, потому что могут приехать и закрыть. Ну, я имел в виду, может быть, кто-то, кто может помещение предоставить и так далее. Нет, такого, что-то серьезного нет. Ну, есть, пишут там, сделайте в Ухте. Нам раньше из Ухты ездили люди, они сейчас просто уехали оттуда, все, ну, в другие города разъехались. А те, кто вот это пишет, ну, я не знаю, если они сюда не могут приехать, то, возможно, мне кажется, там сделать тоже не придут. Возможно, ну, кто-нибудь бы и звал, если бы кто-то что-то подобное делал там. А так куда нас можно пригласить? В клуб? Ну, в клуб мы не поедем, это не то. Могут отдельного кого-то диджея из нашей команды пригласить, чтобы он съездил со своим материалом и отыграл. А так, чтобы нас, как шоу-кейс, привести в какое-то индустриальное пространство, а куда? Нет, это слишком непонятно. Да, потому что нету никакой инфраструктуры, нет ничего подобного. Если бы там кто-то занимался тем же, чем мы занимаемся, то мы бы могли туда приехать, например. Ну вот как ездили в Санкт-Петербург. Ну да. В Санкт-Петербурге просто уже проводят такого характера мероприятия, и мы туда ездили как художник со своей инсталляцией. Вот. Друзья, вам нужно обязательно, чтобы было электричество, да? Или вы можете с генераторами приехать, там, не знаю, в Соколовку строить? Нет, теоретически можно, конечно, приехать с генераторами, но это не оправдывает. Ну, слишком это... Если как бы есть спонсорские какие-то деньги, но это очень дорого получится просто. Очень дорого. И этого нужно будет очень много генераторов поставить. Потому что света и звука у нас, ну, как бы, 1000 киловатт за ночь уходит электричество. Ну, там уже промышленные уже генераторы специально. Просто установки на колесах. Как раз вот эти фабрики, бывшие, да, советские, они располагают, там везде расположены трехфазные щитки, и нет никаких проблем с электричеством. Вот как бы это нам помогает, потому что действительно его нужно много. А если приезжать в Соколовку, ну то есть, ну, нужно же еще и чтобы было комфортно для людей, то есть туалеты. Это совсем другой уровень. Ну вообще. Да. Там соседи будут. А у нас даже в Сыктывкаре по биотуалетам, конечно, ну, проблемы. Да, мы в городе 4 биотуалета. 4 биотуалета. Которые везут после нас на крещение и потом обратно к нам. Потому что их вообще всего 4. Причем 2 уже списаны. Да. И только 2 типа официальных биотуалетов. Так, ну вот, что еще? Кто еще что-то спросит? В принципе, вот А вам какая-нибудь подобная группа, кто похожим мероприятием занимается, сгруппироваться, ну или известные люди вместе сгруппироваться, что-то сделать? Просто в Москве и Петербурге эта жизнь, она находится на другом уровне совсем. Там есть спонсорские деньги. Может, те ребята предлагали? Ну, а зачем предлагать? Вот ты Мы живешь в им Москве. сами иногда что-то предлагаем, они отказываются, потому что не другой уровень совсем. Они могут из любой страны привезти. Вот сейчас фестиваль Гамма будет проходить в июле в Петербурге, уже 3-й год подряд. У них с 80 стран мира приезжают музыканты и из 60 стран мира художники. Да, и для чего им приглашать ребят с региона? Мы их ничем таким не можем удивить, у нас нет просто ресурсов, бюджетов таких, чтобы что-то такое сделать, чтобы они там удивились. Это мы берем это оттуда и как бы несем сюда. А им от нас ничего не надо. Если будет что-то такое прорывное, там, у нас есть ребята, музыканты выступают, и, ну, есть дизайнеры. Если что-то прорывное они сделают, они заметят это. Что вот самое сложное? самое сложное. Да. Вот, каждый раз вот очень много. Везде всегда новые какие-то. Вообще обстоятельства постоянно, бесконечное количество. Необычное, сложное, можно, например. Ну, самое сложное это то, что постоянно ты смотришь, получается, в бездну. Ты не видишь
не знаешь, что может случиться, ну, в любую секунду. Да, вот за все эти годы ни одно мероприятие, что удивительно, не было перенесено дата. И никогда не отменялось, ни одно. Но почти каждый раз были обстоятельства, которые ставили как бы все на грани. Вот это, то, что отмены, там, что-то еще. И каждый раз эти обстоятельства были разными. Просто даже вот удивительно, сколько комбинаций, и уже к этому нельзя привыкнуть. Мы можем рассказать про случай в прошлом году. Что? Ну, когда там один человек у нас как-то заявил. Ну, отвечай. Теперь заинтриговали, что там случилось. Ну, в общем, в прошлом году пришли, ну, ребята, которые просто, ну, устроили драку, ну, в общем, недоброжелательно, назовем это так. Вот. Ну, просто какие-то деревенские ребята, ну, понятно. Вот. И, ну, их вывели, вот, выгнали. Ну, то есть на наших мероприятиях, естественно, есть ребята, которые отвечают за безопасность. Вот. И их вывели, а тем, видимо, не понравилось, что с ними... Да, приехала полиция, то есть мы, получается, у нас есть договор с полицией, вот, что мы нажимаем на кнопку, они, ну, то есть тревожная кнопка. Вот, они приезжают в течение там 2 минут. Вот, они приехали, их скрутили, увезли, ну и они написали, получается, потом уже написали заявление, что вот у нас все проходит не по порядку, то есть нет пожарной безопасности, у нас там наркотики продают, там малолетки и так далее. Ну, то есть все это было прописано. Анонимное заявление от руки, написанное вообще во все Да, возможные ну, органы, там около 9, я даже не знал, что такое есть. Иванов Иван Иванович, да, как бы написал. И за 2 недели после этого, за 2 недели до мероприятия начались звонки из администрации, из всех органов, начались походы на фабрику каких-то людей там в форме. Приходили вот пожарники, приходили налоговая, приходила полиция. Звонили знакомые наши, все, которые говорили, что ну вообще уж отменяйте. Ну, вот, да, у вас придут все инстанции, но ничего страшного, пришли все инстанции, налоговая, и полиция, и все остальные. Мы да, все предоставили, потом пришли, все документы отдали в налоговую. Да, и вот тут самое страшное, что было. Самое страшное, что было. Вы понимали, что может быть проверка, да, а могут просто приехать и сказать, ну, ребят, не надо ничего проводить. И мы боялись вот этого момента, потому что, ну, на кону стоял там рекламный бюджет, надо было вносить там предоплаты там, за звук, за свет, за помещение, то есть, ну, была точка, мы не могли понять, нам вообще делать рекламную кампанию, или нам скажут в этот раз, что, ну, ваша вечеринка отменяется. Вот это вот моральное давление было очень сильное. И это только один случай. Все? Ну вот ответили на этот вопрос. Ну, да. Это было, так скажем, максимально. Это было самое острое, да, ощущение. Все, всем спасибо.